Танцевали хайтарму, угощали крымско-татарскими лакомствами, провели мастер-классы по плетению браслетов и росписи хной. Фестиваль крымско-татарской культуры прошел в Киеве в Американском доме. Как это было? Смотрите далее. Це чудово, що так багато людей прийшли сюди і разом з нами відзначали День кримсько-татарської культури тут. Фестиваль открыло выступление творческого коллектива «Крымская семья». Дети рассказывали стихи, пели и танцевали. Мені дуже сподобалося виступати тут, тому що це якось незвичайно, тому що в такому місці ми ніколи ще не виступали. І тут дуже привітні люди. На мастер-классе от Олега Овсиенко можно было научиться плести браслеты и тамгу из веревок. Можно делать тамгу, можно делать просто браслеты в желто-блакитных колерах. Синий цвет идет сверху, соответственно, синий вот вы перекинули, желтый идет снизу. И потом получается желтый снизу, синий сверху. На фестивале проходил мастер-класс по рисованию хной. Роза – это знак женщины. То есть означает замужнюю девушку, либо молодую девушку. Если это бутоны, здесь вот представлено, то это будущее потомство, либо молодая девушка. Здесь замужняя девушка. Это гвоздика. Это пожилая женщина, жизненный опыт, мудрость. Это символ молодого мужчины, юноши, тюльпан. Здесь презентовали сборник крымско-татарских сказок. Ці тексти було дібрано із тих збірок, які вже видавалися, так, і були ті, які абсолютно були не перекладені українською мовою. Тобто вперше перекладені українською мовою, і цей переклад здійснювали викладачі Київського університету. Специфіка роботи над самою збіркою така, що, наприклад, переклади велися цілодобово. Ми могли узгоджувати переклади навіть серед ночі. Лилия Медведчук, Эльдар Исматов, Заман, АТР.